Главной новостью прошедшего брифинга стал запуск «Ласточки» – скоростного электропоезда, созданного для российских железных дорог в 2014 году. Особенность «Ласточки» – ее скорость. Она может достигать 160 км в час. Предварительный график имеется. Значит, если интересно, можете посмотреть. Если все сложится как нужно, значит, я думаю, что данный график сохранится. Оно удобно. Это на первом этапе. Но в дальнейшем это график может измениться, может добавиться еще второй. Ну, я говорил, что здесь 5-вагонный состав. Вторым этапом может пойти 10-вагонный по необходимости. Тестовый рейс от Сочи до ЖД-станции в Гагре планируется запустить в начале апреля. Именно он поможет определить готовность АЖД принимать электропоезда. Для нас тоже это новое, но объем увеличивается составов, да, пассажирских, грузовых. И тут вот электропоезда. Поэтому нам тоже к этому надо подготовиться, инфраструктуру надо подготовить. Леонид Куруа отметил, что в дальнейшем при удачной эксплуатации состава количество маршрутов планируется увеличить. В перспективе при решении инфраструктурных вопросов курсирование поезда возможно и в восточную часть Абхазии. Также помощник генерального директора Абхазской железной дороги Актай Хазириши рассказал, что в Абхазию впервые за последние 30 лет начнут на регулярной основе ходить контейнерные поезда. Контейнерный поезд – это, значит, такой линейный логистический сервис. Это грузовой поезд, который идет в графике от станции отправления до станции назначения. То есть скорость его по прохождению дистанции суточная где-то в районе 800-1000 километров. По словам Актая Хазириши, контейнерные поезда будут крайне удобны для компаний, которые пользуются услугами железных дорог. Это и скорость доставки, и стоимость перевозки грузов по нашим расчетам где-то на 25-30% меньше. И контейнер – это универсальное средство, его можно использовать и для хранения, то есть он снимается с платформы железнодорожной, его можно перемещать, доставлять груз до двери, обеспечивается сохранность груза. Необходимость налаживания контейнерных перевозок появилась в связи с увеличением объема грузов. Актай Хазириши отметил, что данный процесс многосегментен, так как контейнерные поезда подразумевают переработку и проведение иных сложных операций. Для реализации этих функций необходимо сотрудничество с частной компанией, которая уже выбрана. Она взяла на себя обязательства по строительству контейнерного терминала в Очимчире и его обеспечению необходимой механизацией. Без политической поддержки реализовать данный проект было бы невозможно, также заметил Хазириши и выразил благодарность главе республики Аслану Бжане. Рада Чачава, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.